Следующий вид поклонения, о котором говорит шейх, рахималлаху тааля, это аль-инаба. Аль-инаба – обращение. Аллах субхану ва тааля хвалит тех, у кого есть инаба, во многих аятах Корана. Аль-инаба – обращение. И автор приводит здесь доказательства из Корана, из суры Зумар. «Ванибу иля раббикум васлиму ля». И обратитесь к вашему Господу и предайтесь Ему. Что такое аль-инаба? Внимательно. Обращение. Что это за вид поклонения? Это руджу' иля Аллах. Это возвращение к Аллаху субхану ва тааля путем выполнения того, что Он приказал, и оставления того, что Он запретил. Оставление прегрешений. Еще раз, что такое аль-инаба? Это возвращение к Аллаху. Человек возвращается все время к Аллаху субхану ва тааля, делая то, что приказывает Аллах, то есть покоряясь Ему. И наоборот, оставляя прегрешения. Получается, что инаба, обращение, поклонение близкое к чему? К таубе. Тауба – это тоже обращение, возвращение к Аллаху субхану ва тааля. Тауба – возвращение к Аллаху субхану ва тааля. Но инаба – это нечто более особое, чем тауба. Нечто более тонкое, чем тауба. Почему? Потому что инаба сопровождается чувством. Каким? У человека чувство опоры на Аллаха субхану ва тааля. При этом он опирается на Аллаха субхану ва тааля и прибегает к Аллаху субхану ва тааля. Тауба – возвращение к Аллаху от греха. Правильно? Это тауба. Возвращение к Аллаху от греха. От греха человек возвращается к покорности Аллаху. Это тауба. Это тоже возвращение к Аллаху. Но при этом есть в сердце человека упование, опора на Аллаха субхану ва тааля. Поиск защиты у Аллаха субхану ва тааля. Еще что можно сказать? Отличие тауба от инаба. Внимательно. Потому что многие люди не понимают, в чем разница между таубой, покаянием, и инаба, обращением. Тауба, что такое мы сказали? Когда человек после совершения греха возвращается к Аллаху субхану ва тааля, к покорности Ему. Это тауба. А инаба не обязательно после греха возвращения. Это вообще все время человек обращается своим сердцем, возвращается к Аллаху субхану ва тааля. Не только после греха, но и после беспечности. Просто человек отвлекся от поминания Аллаха субхану ва тааля, отвлекся от мысли об Аллахе субхану ва тааля, от обращения к Аллаху субхану ва тааля, и он после этого отвлечения какого-то кратковременного опять возвращается к Аллаху. Он все время, у него вот это обращение, возвращение к Аллаху. Это инаба. Понятно или нет? Если я спрошу, что такое инаба, би'изниляхи тааля, понятно? Хорошо. Аллах субхану ва тааля говорит: «Ванибу иля раббикум васлиму ля». Этот аят приводит автор. «И обратитесь к вашему Господу». Анибу, то есть инаба, пусть у вас будет к вашему Господу. Васлиму ляху. И предайтесь Ему. То есть пусть будет инаба и пусть будет ислам. Предайтесь. Предайтесь. Аслиму ля. То есть отдайте себя Аллаху субхану ва тааля, безраздельно. Свое дело отдайте Аллаху субхану ва тааля. Подчините себя и свою жизнь Аллаху субхану ва тааля, безраздельно. Потому что ты раб. Поэтому подчини себя, свою жизнь, свои дела Аллаху субхану ва тааля. Если ты раб, тебе не остается ничего. У тебя нет выбора, кроме довольства решением Аллаха субхану ва тааля, твоего Господа. Предать Ему себя, смиренно покориться Ему, сдать себя Аллаху субхану ва тааля, сдача себя Аллаху субхану ва тааля. Васлиму ля. Мы будем дальше с вами говорить сегодня, иншаллаху тааля, что ислам это что такое? Это предание себя Аллаху через единобожие, через таухид. Это повиновение Ему через подчинение. Это отречение от ширка и приверженцев ширка. Это ислам. Итак, это был какой вид поклонения? Аль-инаба. Пусть Аллах субхану ва тааля сделает нас из обладателей инаба.